So today we'll read verse 18. Итак, сегодня мы The будем с вами next читать bodhicitta далее. should be understood as a vehicle or a yana. Пятая строфа, она звучит And далее. then, Другие виды устремленности, generation которые is similar like подобны a reservoir, колеснице, similar like бьющему all из-под земли pleasing sound. Ключу, It is similar like the приятному rhythm of great water body. звуку So that и means потоку большой реки. a bodhicitta which possesses Что это значит? understanding and special insight Бодхичитта, is really like которая a характеризуется mount. Mount means really like шаматхой a horse, и випашьяной, подобна на a tamed mount. Because if you ride on a good лошади, tamed, объезженной disciplined лошади. horse or Потому что mount, если вы then взберетесь на that объезженного vehicle коня, will на take you to your хорошего desired place. коня, So или если similarly, вы when взойдете you на have this колесницу, в divine которую qualities запряжен of такой clarity and конь, special то вы insight, сможете then попасть you will в not fall в нужное into место. Если у вас extremes, есть такая бодхичитта, которая extreme of сопутствует psychic шаматха и existence and випашшина, extreme то of вы nirvana, не впадете and thus you ни will в одну you из will двух descend in both крайностей, directions. ни You в will not fall. сансару, не останетесь в And сансаре и my не generation is the next обретете one is like compared to a reservoir. одиночную So that means нирвану. Следующее possessing a bodhicitta сравнение. which possesses Бодхичитта подобно attention and бьющему confidence из земли ключу is или really like a резервуару с reservoir водой. which holds Бодхичитта the old подобно previous water резервуару, and also it can который, collect new water с одной in the стороны, top of a reservoir. So similarly, заключает в when you себе have this прежнюю воду, а attention, также in может Sanskrit it is вобрать called в себя dharani, и новую which means воду. when you have this power of Возможность retention, удержания not to на forget what you heard before, санскрите дхарани. and Это когда вы when you можете also have удерживать this в памяти то, что вы confidence, слышали от then других you are able людей. to И если у вас cultivate также those есть уверенность в себе, то вы teachings вполне which you have можете развиваться духовно. Вы можете принимать учения, которые вы прежде не слышали, потому что у вас есть способность удерживать учения, и поскольку у вас есть уверенность в себе, вы можете принимать новые учения. Далее, бодхичитта похожа на приятный звук. Это следующая бодхичитта. Это бодхичитта, которая включает в себя 4 кратких изложения дхармы. Это то, что мы обычно называем 4 печатями. Если у вас есть понимание 4 печатей, то тогда, когда вы будете говорить, это будет ласкать слух слушающего. Это все равно, что услышать хорошую новость, потому что те, кто желают освобождения, они могут опираться на 4 кратких изложения дхармы или 4 печати. Это для них как хорошая новость, потому что это говорит о том, что они смогут достигнуть освобождения. Следующее. Бодхичитта похожа на поток большой реки. Если у нас есть такой духовный путь, такой единственный путь, то тогда, не прилагая больших усилий, мы сможем развить неконцептуальную изначальную мудрость. И на это не потребуются какие-то специальные напряжения, специальные усилия, подобно тому, как поток большой реки может легко течь без препятствий. Почему здесь говорится о единственном пути? Потому что те, кто взошли на духовные уровни, они будут постоянно фокусироваться на пользе других существ и собственной пользе. И это будет происходить без усилий, без труда. Именно поэтому путь бодхичитты называется единственным путем. И далее следующая строфа 66. Еще указано, что устремленность детей-победителей походит на тучу, поэтому радостно, искренне порождайте и развивайте устремленность, чтобы обогатить ее 22 достоинствами. Что это значит? Мы получили эти 22 объяснения бодхичитты. Если мы это осознали, то тогда мы становимся богатыми людьми, потому что мы обладаем 22 видами бодхичитты. Мы становимся человеком богатым качествами, богатым духовными достоинствами. У нас будет много духовных достоинств, и, следовательно, наш ум будет переполнен радостью, усладой. Вот такой смысл здесь, когда говорится, что бодхичитта походит на облако, или, как здесь написано, тучу.
Icheta dene generation of mind by bodhisattva is shown like a cloud. So that means when this bodhisattvas with great skill Почему облако? cultivate bodhicitta, Когда then it's really бодхисаттва, like a cloud. умелый бодхисаттва, which взращивает comes бодхичитту, то такая which is good бодхичитта for подобна облаку или туче, So которая проливает свои воды на поля и произрастают урожаи, вырастают обильные it's really урожаи. like the Поэтому method порождение ума бодхисаттвы – это enter метод, into the tushita который or позволяет lotus land and give войти Dharma в teachings тушиту and или радостную continue to землю bring temporary benefit and long-term happiness to и all sentient принести beings. пользу как Okay, кратковременную, so так и these are долговременную the живым qualities with существам. enlightened mind and Бодхисаттвы liberated. Verse number 20. полны благих качеств, и говорится, поэтому Verse радостно, number искренне 20. порождайте и развивайте устремленность, From henceforth, чтобы we обогатить proceed ее about 25 достоинствами. Следующая строфа. disadvantage of not Далее cultivating bodhicitta говорится об and изъянах advantages того of cultivating bodhicitta. состояния, когда мы не взращиваем verse 20 бодхичитту, is и talking наоборот about пользе the от взращивания disadvantage of not бодхичитты. cultivating Сначала bodhicitta. говорится о том, какие изъяны заключают в себе отказ So от that means взращивания бодхичитты. individuals who abandon the most Люди, proper которым generation of mind, чужда эта весьма достойная the thinking for устремленность или others, бодхичитта, finding its means, идут по the пути meaning of покоя, great thought, лишенные aim to 4 satisfy видов others, and by счастья, abandoning заботы о they благе will go into других, peace. So that освоенного means метода individuals его who attain to the most осуществления, proper. познания сути глубокого замысла и постижения высшей That means таковости. Это значит, those who possess wisdom and also что great те, кто compassion, обладает мудростью, а также кто it's very обладает proper великим to состраданием, cultivate bodhicitta. им совершенно But those необходимо individuals who взращивать бодхичитту, это соответствует abandon их this мышлению. Но если бодхичитта proper generation of the отбрасывается, mind, если правильное взращивание такого состояния ума оставляется, then because of this abandonment, то в силу такого оставления, in terms of thinking, you are если also говорить о abandoning мышлении, the practice of the four immeasurable то мы qualities, также which оставляем is for the benefit of other практику sentient 4 beings. неизмеримых, которые приносят The thinking большую of пользу others, живым you are существам. abandoning Мы individuals who abandon the отбрасываем most proper заботу о generation of mind. других. They abandon the thinking for others. That means Если человек отбрасывает бодхичитту, он thinking to отбрасывает benefit others. заботу о других, Okay? мысли о принесении блага другим существам. And likewise, they are also abandoning Подобным образом, такие finding существа it is means they are also abandoning также the отбрасывают means или to оставляют achieve that peace те with the средства, practice которые of ведут four ways к of living, достижению disciplines, and so покоя, forth. 4 вида собирания учеников и так далее. And because of this, И в силу the этого meaning of great thought, смысл великого помысла или глубокого замысла, как в нашем переводе написано, также отбрасывается ими. one, in terms of actual application, the method and means to benefit others is the practice of four ways of Методы оказания помощи других – это, например, 4 способа привлечения учеников. Когда вы их выполняете, вы обретаете великое счастье и радость. Вы в данном случае, оставляя устремленность, вы оставляете и это. Мысль или замысел Махаяны – это великий замысел, обширный замысел. Когда вы его придерживаетесь, то вы обретаете блаженство раскрытия такого глубокого замысла. Оставляя бодхичитту, вы оставляете и это. Далее. Бодхичитта также дает вам возможность реализовать высшую дхарму, то есть постичь таковость всех явлений, что тоже влечет за собой огромное счастье, огромное блаженство. Вы отбрасывая бодхичитту, вы отбрасываете и постижение сути глубокого замысла, и постижение высшей таковости. И поскольку вы отбрасываете все это,
Вследствие этого вы испытываете огромное количество страданий, и, испытывая страдания, даже если вы будете прилагать усилия на пути, вы только придете к миру или нирване Шаваки, Пратикабут. Вы не обретете освобождение Махаяны, то есть вы обретете одиночную нирвану. Следующее. В Страпавне говорится о пользе зарождения Бодхичитты. Как только мудрый порождает высшую устремленность, его ум становится полностью защищенным от бесчетных дурных деяний. Такому бодхисаттве всегда свойственны добродетель и любовь, ибо обе они возрастают, и он радостно воспринимает как счастье, так и страдания. Это значит, что когда вы взращиваете бодхичитту, то первое, вы освобождаетесь от страха перерождений в неблагих уделах. Вы также обретаете такое состояние, где вы не будете накапливать причины порождения неблагих деяний. И если здесь задастся вопросом, если мы, например, взращивали бодхичитту, или, может быть, пожалуй, я объясню это подробнее вот так. Как мы с вами уже говорили, когда взращиваешь бодхичитту, то ты более не боишься падения в дурные уделы, не боишься такого страдания. Ты также воздерживаешься от причин совершения неблагих деяний. Это такое краткое изложение. Это краткое изложение необходимо, потому что есть такие люди, которые могут спросить: но представим, что мы взращиваем бодхичитту, но, может быть, все равно остается возможность попасть в низшие миры, и, значит, у нас будет страх. Может быть, может случиться так, что мы окажемся на пути Шавака и Пратикабут и не вступим на путь Махаяны. И ответ такой, что разумный человек, кто такой здесь разумный бодхисаттва, который взрастил устремленность или бодхичитту, и в особенности абсолютную или наивысшую бодхичитту, как только такой бодхисаттва взрастил абсолютную или высшую бодхичитту, его ум моментально воздерживается от совершения бесчетных дурных деяний. Это значит, говорим ли мы о физических, вербальных или ментальных дурных деяниях, мы полностью отказываемся от их совершения, мы обретаем способность сдерживать себя, не позволять себе совершать дурные деяния, а значит, нет никакой возможности для нас попасть в дурные уделы, потому что мы не совершаем дурных деяний. Поэтому нет никакого смысла бояться дурных уделов, дурных перерождений. Это первое. Наш ум воздерживается от совершения дурных деяний. Это первое. Второе. Здесь также говорится о том, что бодхисаттва взращивает бесчетное множество добродетелей. Он также взращивает любовь. Это то, что способствует развитию других благих качеств. Ваши благие качества, присутствующие в вашем уме, постоянно возрастают, а значит, вы будете испытывать счастье и радость. Это очень интересный момент, ведь мы не хотим неприятных переживаний и страданий, но тем не менее мы испытываем эти неприятные переживания из-за того, что мы вредим другим. Но если мы воздержимся и не будем совершать неблагие деяния по отношению к другим, и наоборот будем накапливать благие деяния, наполнять ими свой ум, то мы будем пребывать в счастье. Это очень важный момент. Почему он важен? С нашей стороны мы должны взращивать положительный настрой, потому что в конечном итоге он нам поможет. Здесь написано, что человек, который взращивает любовь или сострадание,
Он радостно воспринимает как счастье, так и страдания. Это важный момент. Такой человек не только рад, когда он не видит страданий других, но он будет также рад, когда он видит страдания других. Это не означает, что хорошо, что они страдают. Нет. Просто когда он видит страдания, он видит в этом прекрасную возможность помочь другим. Так ведь? Это очень важный момент, потому что обычно, если говорить об обычных людях, об обычной человеческой жизни, если мы проявляем заботу, спрашиваем человека, как у тебя дела, могу ли я тебе помочь, а обычно мы, как правило, задаем эти вопросы тем, кому и так хорошо. Мы просто спрашиваем, лишь бы спросить. А вот если у человека действительно большие проблемы, действительно большие страдания, мы даже не захотим приближаться к этим людям, к сожалению. Так все обстоит. Так все обстоит. Поэтому бодхисаттвы действительно проявляют заботу обо всех живых существах, о страждущих существах, потому что когда они видят даже страдания, они радуются, потому что они могут очистить свои неблагие деяния, помочь другим устранить их страдания. Если подводить итог, о чем говорится в этих строках, бодхисаттва никогда не падает духом, он всегда готов помогать другим. Подобно тому, как мы никогда не устаем трудиться ради того, чтобы приобрести еду, приобрести одежду. Вот так. А бодхисаттвы, о них говорится так: бодхисаттва подобен лебедю, который изжарен в лучах солнца. Он, совершенно не думая ни минуты, погрузится в прохладные воды. То также и бодхисаттва, не размышляя, он погружается в принесение пользы другим. Такой человек готов пожертвовать своим телом и жизнью и вынести большие трудности ради блага других. Разве смог бы он, даже если они станут ему вредить, совершать поступки, причиняющие им зло? Здесь снова может быть задан вопрос. Если человек взрастил в себе абсолютную наивысшую бодхичитту, может быть, нет никакой гарантии, что такой бодхисаттва не совершит неблагое деяние, ведь всегда может найти злодей, который тебе принесет вред. Вот тебе принесли вред, и ты в ответ вредишь ему, вредишь обидчику. Это же возможно, правда? Если прозвучит такой вопрос, то ответ следующий. Когда вы взрастили наивысшую бодхичитту, если вы взрастили в себе наивысшую бодхичитту, то все, ваше существование посвящено другим, ваше тело посвящено другим. Здесь говорится, что он готов пожертвовать телом и жизнью. То есть такой бодхисаттва не будет так уж заботиться о своем теле, о своей жизни, если ему нужно помочь другим. Он готов вынести большие трудности ради других. Даже если придется принести в жертву свою жизнь, свое тело, не обращая на это никакого внимания, такой бодхисаттва будет приветствовать такие трудности, такие страдания. Даже если вам придется пожертвовать своей жизнью, своим телом, мы все равно будем приветствовать, радостно встречать такие страдания. Такой бодхисаттва, такой человек, как может он совершать дурные деяния, даже если другие будут тебе вредить? Посмотрите, мы любим себя. Как можем мы подумать о том, чтобы причинить себе вред? Подобным образом здесь
Бодхисаттва считает других превыше всего. Для такого бодхисаттвы повредить другому существу все равно, что навредить себе. Конечно, для такой человек, он достиг высокой реализации, для него совершенно невозможно причинить вред другому. Следующая строфа. Поняв, что все явления подобны иллюзии, а рождение напоминает прогулку по саду, он, то есть бодхисаттва, не боится ни омрачений, когда живет в полном достатке, ни страданий, когда приходит беда. Еще один вопрос может быть задан. Может быть, у такого бодхисаттвы все равно остается страх. Может быть, он боится совершить неблагие деяния. Может быть, он боится омрачений, которые затем выливаются в неблагие деяния. In other words, so this verse is basically saying that number one, в этой строфе говорится, что такой бодхисаттва не будет питать страха ни перед омрачениями. И этот бодхисаттва будет обладать великими качествами. Ответ такой, да, бодхисаттва не будет вредить другим, но одновременно есть возможность, что когда бодхисаттва живет в полном достатке, он может возгордиться. Или, например, если приходит беда, такой бодхисаттва будет испытывать страдания, и он может оставить бодхичитту. Такой вопрос может прозвучать, и ответ будет следующий. Если говорить о жизни в полном достатке, то нужно понимать, что бодхисаттва осознал, что все явления подобны иллюзии. И он понимает, что жизнь или рождение напоминает прогулку по саду. Он не боится омрачений, когда живет в полном достатке, ни страданий, когда приходит беда. Он никогда не падает духом, никогда не теряет присутствие духа. Потому что, когда такой бодхисаттва процветает, живет в полном достатке, даже в такие дни, independent inherent existence, but in reality there's no such existence, therefore they see it as like an illusion. Он всегда будет понимать, что все явления подобны иллюзии, пусть даже они предстают перед нами, так как будто бы они обладали независимым существованием. Именно по этой причине, даже когда бодхисаттва живет в полном достатке, он никогда не будет преисполнен гордыни. И поэтому ему не нужно будет бояться того, что он, живя в полном достатке, позабудет об бодхичитте. И наоборот, что если бодхисаттва оказывается в таком положении, когда он теряет все свое богатство, все свое благополучие, что если к нему приходит беда, что если его жизни угрожает опасность. Даже в таких ситуациях, в силу того, что он прежде вершил благие деяния, и в силу того, что он готов всегда принести пользу другим существам, он будет готов принять смерть. Для такого бодхисаттвы даже принятие смерти будет подобно прогулке по саду, потому что когда ты приходишь в прекрасный сад, ты видишь песни, танцы, ты празднуешь. И бодхисаттва, даже если в его дом стучится беда, он не будет бояться страданий. Это же объясняется в 37 практиках бодхисаттвы. Для нас, о чем говорит нам эта строка? Если вы очень счастливы, не слишком радуйтесь, потому что страдание ждет за углом. Если у тебя слишком много страданий, не слишком расстраивайся,
потому что радость ждет за углом. Очень многое зависит от того, как мы видим вещи. Другими словами, бодхисаттва не прекратит взращивать бодхичитту никогда, ни во время беды, ни во время жизни в достатке. И еще может быть задан другой вопрос. Может быть, существует какое-то блаженство, какая-то радость, которая превосходит божество бодхисаттвы. И если есть такое блаженство, может быть, бодхисаттва может испытать желание или цепляние за такое блаженство и оставит бодхичитту. И в следующей строфе дается ответ на такое возражение или такой вопрос. One's own quality, joy in benefiting others. Такого бодхисаттву украшают его собственные достоинства. Его радостная помощь существам подобна праздничному угощению, рождение по собственному желанию, его прекрасная земля, а проявление его магических сил – радостная игра. Этих четырех радостей лишены те, кому не свойственно сострадание. Итак, здесь говорится, что бодхисаттвы украшают его собственные достоинства. И у бодхисаттвы также есть радость от того, что он приносит пользу другим. Во-первых, есть свои собственные качества, они служат украшением. Плюс к этому есть радость. Радость, которая сопровождает помощь живым существам, и она подобна праздничному угощению. Далее, такой бодхисаттва по своему намерению, по собственному желанию обретает рождение. Мы уже говорили с вами, что такое рождение для бодхисаттвы все равно, что вступление в прекрасный сад. Кроме того, вы обладаете способностью вершить магические проявления, вы можете совершать подношения Буддам, вы можете вершить множество магических проявлений ради блага живых существ, и все это для вас радостная игра. Только такой бодхисаттва, который обладает состраданием и бодхичиттой, он способен на такие магические проявления. Поэтому для бодхисаттвы нет никакого смысла испытывать привязанность или цепляние за какие-то другие формы блаженства, которые ждут его где-то там. Поэтому говорится, что его радостная помощь существам подобна праздничному угощению и так далее. У бодхисаттвы уже есть столько поводов для радости, поэтому ему нет никакого повода, никакой необходимости стремиться к каким-то другим формам блаженства. И далее говорится о том, в 72-й строфе, как нам устранить препятствия для развития бодхичитты. Поскольку он сострадательный, усердствующий для блага других, чувствует радость даже в аду нескончаемого страдания авичи, разве может он страшиться страданий этого мира, испытываемых ради поддержки других? Первое, что отвергается, что у такого бодхисаттвы может быть страх. Как мы можем доказать, что у такого бодхисаттвы нет страха? Это доказывается следующим образом. Бодхисаттва, который представляет собой воплощение сострадания, который всегда усердствует ради блага других, такой бодхисаттва, воплощение сострадания, усердствующий ради блага других, если в силу своего сострадания такой бодхисаттва видит, что его действия могут принести пользу другим,
then they would regard even the hell, hell, the worst kind of hell without respite. то он будет Even готов if they have to go to the hell without вступить respite, даже в самый they will страшный из find it as адов, delightful. в ад нескончаемого So again, in страдания, ordinary case Авичи. also, Даже if там он you сможет найти are там somebody who радость. is really committed Так и to про нас, others, обычных людей, можно сказать. you Если will be среди нас ready есть to человек, take upon который yourself some готов difficult трудиться task. ради блага других, он And you will готов do that возложить на happily, свои плечи самые тяжелые задачи, самые just as тяжелые you would do it for миссии. your family. Например, ради своей семьи Now, when человек such бывает, sense of бывает responsibility and готов на duty is все. not there, then you would immediately А если нет бодхичитты, say, если why нет should такого I do this? чувства Why should I ответственности, do то such мы a будем difficult? спрашивать, Why not others? почему мы должны совершать такую трудную работу? So therefore, Почему I have именно always been мы? telling people that when it Поэтому comes я to всегда говорю helping людям, others, it should be что like если you're taking your lunch, dinner, речь and заходит о breakfast. том, чтобы помочь другим, When you take your э, lunch, э, you would помочь, never say that вы why should должны I подумать take о my том, lunch как мы because поступаем по отношению к себе. others Мы are not себя taking. кормим, Whether others are кормим eating lunch or not, it is their завтраком, lunch. обедом и So likewise, ужином. when it comes Как бы, to что бы ни helping others, происходило, you should мы not say обязательно whether others are helping them or not. будем Okay, you should just plunge кушать into эту it. еду, нам все равно, едят и другие люди, мы должны накормить Difficult себя. task. So Так и therefore, здесь мы taking hell должны without respite, as you трудиться на say. благо других So существ, this being the вне case, зависимости how от того, помогают ли such a другие bodhisattva существа, will escape of другие или нет. falling of suffering? Итак, бодхисаттва не боится The попасть в possibility состояние is, страдания. possibilities. Right now we might feel how this is very difficult. Сегодня But мы можем possibility подумать, is это small. очень трудно. Однако If you watch a mother who sees her это little возможно. boy or Просто girl подумайте, что falling произойдет, into a pit of если fire, мать she is not увидит, bodhisattva. как ее ребенок But because of being падает в mother, огонь. because of her love, Она не she бодхисаттва, would not она hesitate просто to jump мать. into that pit of fire to save Она the life of испытывает her любовь к children. своему ребенку, и она So бросится this в огонь, shows чтобы the спасти possibility, жизнь своего ребенка. even in the Это ordinary говорит о том, что person даже who has such обычные love. существа But способны if на this такую love is further безграничную любовь. strengthened and developed and И если refined, эту любовь like укрепить, in the case of a bodhisattva, then очистить, you would go into those difficult places то мы получаем таких существ, как willingly. бодхисаттвы, которые добровольно, по своей воле, This готовы reminded отправиться me в the story такие of one Tibetan monk трудные миры. who Это напоминает мне историю об одном тибетском after he монахе. had come into exile, one day he went to see His Вскоре после Holiness, прихода в изгнание and His Holiness asked him what kind of work he он wanted to do. виделся с его He said, святейшеством, и His его святейство Holiness, please спросил, send me какую anywhere you работу want, вы хотите, especially send me чтобы to a place выполнять. where nobody is Он willing ответил, to ваше come. святейшество, вы можете отправить меня в любое место, например, в So такое such is место, the куда никто не commitment. хочет ехать. Вот такова была его Such is the commitment. решимость, So how such a being таково было escape его by befalling намерение. of Разве sufferings? может такой Because человек in the existence it is the basis for others. Because бояться his very страданий? existence, his very existence is Ведь само существование такого бодхисаттвы a compassionate existence. это Your very это жизнь, existence существование, is исполненное your existence to сострадания. benefit others. Это существование ради принесения Therefore, пользы другим. it is not possible to have fear when it Поэтому comes to никак helping others невозможно without испытывать страх, sufferings. если перед лицом страдания, если другие испытывают страдания. Now, next verse. Следующая строфа. The master who always maintained great Он compassion всегда and доверяется who is весьма mentally affected by others' сострадательному sufferings, наставнику, и when его one is душу close to others' world, гнетут it страдания is a других. shame if he has to be Он очень стыдится, told когда these things, другим told to do приходится so by его others. побуждать что-то сделать ради чужого блага. So that means Это значит, this is a kind of digression from the previous explanation of Bodhisattva striving for здесь others. мы немного отходим от Uh, той темы, которая была объяснена в предыдущих строфах, because here a question can be asked by потому saying что здесь вот такой that вопрос when мог бы it comes to прозвучать. helping others, isn't it Когда necessary речь идет о принесении to request помощи, that о person принесении to help, пользы другим, to request this person to do certain things? важно ли, чтобы была просьба Normally in our ordinary помочь? case, В we have to нашем request people to help, обычной жизни нужно right? попросить о помощи. Так ведь? So when this question is asked, then И this is когда answered by звучит saying такой вопрос, то ответ следующий.
Если говорить о бодхисаттвах, то бодхисаттва – это воплощение сострадания, мастер сострадания, наставник сострадания. Он всегда поддерживает в своем сердце великое сострадание к другим существам. And who is mentally afflicted by other sufferings. Это также такое существо, чью душу гнетут страдания других. Он всегда медитирует о сострадании и любви, и он всегда проявляет заботу о других существах, которые испытывают страдания. И не в какой-то один или другой день, но постоянно, всегда это происходит. И если перед нами такой бодхисаттва, в чьем сердце есть сострадание, кто всегда проявляет заботу о других, если рядом с таким бодхисаттвой есть возможность потрудиться на благо других, то никому не нужно его просить. Никто не должен говорить: пожалуйста, сделайте вот так. Бодхисаттва, естественно, будет это делать. И если мы будем вынуждены просить бодхисаттву нам помочь, то это позор. Почему бодхисаттве должен кто-то говорить: пожалуйста, поработай ради нашего блага? Ведь само существование бодхисаттвы ради блага других. В этом смысл. 74-я строфа. Не годится для этого прекрасного бодхисаттвы, несущего на голове тяжкую ношу ответственности за других существ, медленно идти по пути, когда он и другие связаны разными путами. Должен он во 100 крат быть усердней Шравак. Эта строфа написана, потому что, опять же, в нашем уме может появиться такой вопрос. Да, эти бодхисаттвы великие люди, но иногда они могут лениться. Значит, они могут оставить труды на благо других. И на это дается такой ответ: нет, нет, такое невозможно. Потому что такие бодхисаттвы дали обещание помогать всем живым существам прийти к состоянию Будды. Поэтому они несут на своей голове груз ответственности, тяжкую ношу ответственности за других существ. One who carry the great burden of sentient beings on their head. Now, as we read in the preceding verse, как мы с вами читали в предыдущих строфах, здесь нечто подобное объясняется. Это обычный долг бодхисаттвы нести тяжкую ношу ответственности за других существ. А значит, не подобает бодхисаттве медленно идти по пути, то есть лениться. Ведь столько страданий в мире. Вы должны всегда работать для того, чтобы принести пользу другим. Не очень-то хорошо это выглядит, если вы будете отдыхать, если вы будете медленно идти, если вы будете таким беспечным. Это будет плохо выглядеть для такого наивысшего бодхисаттвы. Не подобает ему медленно идти по пути. Since oneself and multifarious other sentient beings are totally bound by the bondage of having committed heinous negative deeds, потому что такое огромное живых существ совершают неблагие деяния, испытывают негативные эмоции. Они нуждаются в помощи. Вот, например, если нас взять, у нас не только негативные эмоции, но у нас также весьма интенсивные негативные эмоции. Эти эмоции с нами очень давно. Поэтому у нас есть завеса клешли, завеса отрицательных эмоций. Поэтому, с одной стороны, у нас есть вот такие живые существа, которые связаны отрицательными эмоциями, а с другой стороны, мы сами решили идти по пути бодхисаттвы, поэтому нам нужно
прилагать очень большие усилия, совершать огромную работу. Нам нужно усердствовать больше, чем обычные люди, больше, чем Шраваки и Пратикабуды, потому что если говорить о Шраваках и Пратикабудах, то они трудятся ради себя, а мы же с вами, будучи бодхисаттвами, хотим трудиться ради блага всех живых существ. Мы видим, что кругом огромный запрос на нашу помощь, огромная потребность в нашей помощи. На этом все, что касается объяснения этой главы. Мы с вами завершили главу номер 5. Мы прочитали строфы о Бодхичетте. На этом все в том, что касается объяснений. Хорошо, Гишела, тогда мы завершим сегодня, остановимся на этом в том, что касается объяснений Махаяна Сутра Аламкары, но, наверное, у нас есть какие-то вопросы. Я нахожусь в ожидании вопросов, но есть также вопросы, которые нам прислали. И мы попросим вас, пожалуйста, сегодня непременно задавать вопросы, потому что сегодня у нас много времени на вопросы. Первый вопрос. Говорят, что Гише Лангри Тангпа почти не улыбался. 1 или 2 раза в жизни он улыбнулся, потому что видел, что сансара обладает природой страдания. Был ли он прав? Может быть, и нам прекратить улыбаться, ведь сейчас столько существ, которые очень страдают, которые их убивают и так далее. Невозможно предложить один образ действий, потому что есть такие ситуации, когда нужно быть более серьезным и когда нужно, наоборот, улыбаться. Да, есть много бодхисаттв, которые продолжают улыбаться и смеяться, например, его святейшество Далай-Лама, потому что эта улыбка помогает другим возвыситься духом. У людей так много страданий и без нас. И представьте себе, эти живые существа оглядятся по сторонам, и никто не улыбается. Даже великие учителя, великие существа не улыбаются. Мне кажется, что, как бы им станет еще хуже. С другой стороны, в каких-то ситуациях можно повести себя как Лангри Тангпа, показав всю серьезность нашего положения. Все нужно серьезно размышлять о страданиях других, серьезно относиться к своей практике. И нет особых поводов смеяться, улыбаться и веселиться. Это один из способов смотреть на вещи. Но если попытаться коротко изложить, не столь важно, улыбаетесь вы или нет. Самое важное, чтобы ваш ум мог видеть реальность, как она есть. Страданий других очень много, и страдания других должны вас волновать, и вы должны быть готовы сделать все возможное для того, чтобы принести пользу. Это по-настоящему важно. Большое спасибо, Гешела. Я вижу, что у Джаклин есть вопрос к вам. Джаклин, пожалуйста, ваш вопрос. Большое спасибо. Вы говорили, что бодхисаттва готов отправиться в ад, если там есть возможность принести пользу. То же самое и с даянием. Если я совершаю акт даяния, то они рады, и я рада. А если я буду даровать что-то анонимно, или если человек не будет рад моему дару, то меня это не слишком радует. Мне трудно почувствовать радость от такого даяния. Дайте, пожалуйста, совет, как здесь быть, как увеличить радость в таких ситуациях. Я бы сказал, что то, что вы объяснили, и то, и другое хорошо. Я иногда стараюсь даровать анонимно, чтобы люди не знали, что это мой дар. Я думаю, хорошо, что я просто подарил этот дар, и неважно. Главное, что это кому-то принесет пользу, пусть я напрямую не знаю этого человека,
ничего страшного. И если для этого человека, если я знаю, кому этот подарок попал, то все равно, даже он не знает об этом, и я встречу его, он не проявит благодарности, ничего страшного. Ведь очень часто бывает, что когда ты даришь подарок, другой чувствует, что он в зависимом положении, он как бы находится в подчиненном положении. Это тоже не очень хорошо. Но важно, чтобы мы не ждали ничего от других. Просто как родители что-то дарят ребенку, ребенок рад, они рады. Они особо ничего взамен со стороны ребенка не ждут. Вот и так тоже хорошо дарить что-то. Спасибо. Гишела, следующий вопрос от Ирины. Ирина спрашивает, почему Тонглен был тайной практикой? Это практика особой глубины. В чем его особая глубина? Почему ее не передавали всем буддистам? Для того, чтобы заниматься такой практикой, нужна определенная основа. В наши дни, конечно, мы понимаем, что очень многие люди открыто даруют такие учения, это не тантрическая практика, и в этом смысле нормально даровать ее открыто. Но в Тибете существовала такого рода традиция. Или, по крайней мере, была такая попытка сначала преподать ламрим, показать людям весь духовный путь, а когда вы натренировали свой ум на пути, то тогда вам говорили, хорошо было бы, если бы вы занялись практикой Тонглен. Это называется тайной практикой, потому что вы делаете эти визуализации, забирая страдания других на себя и, наоборот, отдавая все свое хорошее другим. Если это неправильно объяснено, то представьте себе, вы человек, у которого и так много страданий, и вот еще вы начинаете заниматься практикой Тонглен и наваливаете на себя новые страдания. Может так случиться, что эти мысли, эти ощущения просто будут больше, чем вы сможете вынести. Поэтому учителя объясняют, тут дело не в том, чтобы просто забрать все страдания живых существ, но нужно направить эти страдания живых существ против своего эгоцентризма. Что мы хотим устранить? Свой эгоцентризм. Не себя, а свой эгоцентризм. Например, тантрическая практика. Тантрическая практика называется тайной, потому что есть определенные процессы, которые, если их правильно не объяснить, возникает риск. Большое спасибо, Гишела. И я хочу прочитать следующий вопрос. Он касается концепций ясности, осознавания, как они связаны с нашей природой Будды. Природой Будды. Что они есть такое? Они есть описание природы Будды. И что они означают по отдельности? Природа Будды – это высшая природа нашего ума. То, что наш ум не обладает независимой природой. Это пустотная природа нашего ума. И эта тонкая природа нашего ума должна быть реализована ясным умом. Вот почему мы говорим о ясности. Развитие ясности, в особенности в тантре, это преподается обширно. Там говорится, что мы развиваем блаженство. Наш ум полон радости. Чем больше у нас радости, тем больше ясности. Невозможно обрести ясность, если мы страдаем. Поэтому это ясный, блаженный ум взращивается нами, который затем используется для того, чтобы видеть наивысшую природу бытия. Gisela, and what about this part of the question? Are those bliss, clarity, and emptiness characteristics or descriptions of the Buddha nature? Являются ли они, эти качества, ясность и так далее, характеристиками природы Будды? Природа Будды, как я уже говорил, это пустотная природа ума. Пустота
Это объект, а не субъект. Мы не можем саму пустоту называть блаженной. Мы можем говорить о блаженстве, когда задействован ум ясного света, когда ум ясного света видит природу, истинную природу, то тогда возникает блаженное переживание. Следующий вопрос Кишела от Романа. Роман спрашивает, как помогать людям, потерявшим своих близких, не терять сострадания к тем, по чьей вине погибли их близкие, и как лучше помочь им пережить потерю своих близких. Это нелегко. Говорить об этом легко, но если кто-то это пережил на деле, то, конечно, это очень трудно. Но если эти люди готовы к вам прислушаться, то вы можете сказать им, что, во-первых, эти родственники, эти ваши близкие не всегда были с вами всю жизнь. Например, если это муж, жена, вы с ними встретились позже в течение жизни. И природа жизни такова, что все, что встречается, расстается. Это может быть трагедия, которая уносит их жизни, это может быть естественная смерть. Мы расстаемся с ними в любом случае. Все, что собирается, рассыпается. Все, что встречается, расстается. Сейчас ушли они. В других случаях можете уйти вы. Все, кто встречаются друг с другом, расстаются. Это первое. Второе. Если бы эта печаль, ощущение грусти, если бы, ощущая это омрачающее страдание, вы могли бы оживить умершего, то тогда, да, конечно, можно было бы сильно горевать как можно дольше. Но этот человек уже мертв. Поэтому ваше горе – это не решение. Вместо того, чтобы испытывать горе, лучше подумать о том, что есть очень много людей, которые еще живы. Они нуждаются в поддержке. Они нуждаются в поддержке. И потом, тех, кого вы потеряли их тело. Смерть означает смерть тела. То, что мы понимаем под смертью, это смерть тела, это не смерть ума. Эти близкие, эти родные люди, да, они утратили тело, но даже ядерная бомба не уничтожит их сознание, их ум. По этой причине старайтесь развивать в себе благие мысли. Вы можете называть это молитвами. И делайте что-то до конца своей жизни от их имени. Это полезно. Это большая польза для других. Конечно, все зависит от вашей ситуации. Некоторые люди могут посадить красивое тенистое дерево, которое будет бросать свою тень и спасать от жары других людей. Может быть, на этом дереве также расцветут цветы. Или вы можете стать спонсором ребенка, который потерял своих родителей. Есть такое огромное количество дел, которые можно совершить от лица погибших. Это трудно. Все это очень трудно переживать потерю близких. Но самое сложное здесь, как простить тех, кто причинил вам такие колоссальные страдания. В особенности, если вы не заслуживали такого страдания, если это было нежданно-негаданное страдание. Здесь можно думать по-разному. Первое. Человек, который причинил такое страдание, он безумец. Безумец может что угодно делать, он на все способен. В обычном состоянии
находясь. Если мы видим какого-то безумца, то мы не обращаем внимания, ну, говорим, безумец, что тут поделаешь? Но это не значит, что мы не должны защищать свою жизнь. Мы должны делать все возможное для того, чтобы защитить себя, защитить свою страну, защитить своих близких. Другими словами, делайте все, что можете в конкретной ситуации, что принесет пользу. Как бы трудно не было совершать это. Но если вы падете духом, если вы потеряете присутствие духа, это то, чего хочет враг. Поэтому не делайте того, что хочет вас враг. Еще один пример. Его святейшество Далай-лама. Китайское правительство, китайские лидеры всегда критикуют его святейшество, говорят, он контрреволюционер. Говорят, что он волк в овечьей шкуре. И его святейшество всегда повторяет. И я всегда слышу, что проблем огромное множество. Я слышу о страданиях тибетцев, которые приходят из Тибета, как они страдают в Тибете. Его святейшество всегда выслушивает этих людей, которые плачут у него на плече, которые рассказывают ему свои ужасающие истории. И его святейшество всегда говорит, и я всегда стараюсь их поддержать, стараюсь их успокоить. И когда я выполнил это, когда я сделал все от меня зависящее, я сплю спокойно. И мой спокойный сон доставляет неудобства моим так называемым врагам. Как же так? Они такие разрушения, такие трудности причинили тибетцам, а этот человек спит спокойно и дружит со всем миром. Если бы жертва потеряла присутствие духа, не могла бы уснуть, заболела раком, не могла бы спать спокойно, принимала бы успокоительные и снотворные средства. Это было бы только на руку врагу. Конечно, об этом легко говорить, это трудно притворить, но это единственный наш путь. Другого пути нет. Большое спасибо. И Роман написал огромное спасибо, учитель. Нам приходится сейчас часто помогать людям, потерявших родных на войне. Очень сложно переживать с ними их страдания. Большое спасибо за ваши мудрые слова, Гешела. И мы переходим к следующему вопросу. От Бориса. Борис спрашивает, как описать внешний объект обозначения в Прасангика Мадхьямаки. Если смотреть напрямую, можно видеть пламя. А если смотреть под микроскопом, то огня не будет, а будет химическая реакция, и огня не видно. То есть первоначальный объект тут тот же, или же это два разных объекта – огонь и химическая реакция? Это сложный вопрос, не знаю. Но если говорить в целом, Прасангика Мадхьямика утверждает следующее. Сложно сказать, кто прав. Есть один известный диспут в Прасангика Мадхьямаке на предмет стакана воды. И если человек смотрит, видит воду. Если небожитель или Бог смотрит, он видит нектар. Если смотрит голодный дух, он видит вместо воды гной. Кто прав? Все зависит от кармы живых существ. Мы видим вещи по-разному. С их точки зрения, с точки зрения относительного смысла, каждый прав. Так ведь? Мы можем даже оставить этот пример со стаканом воды. Даже в нашей обычной жизни. Этот человек для меня очень интересен.
а для другого этот человек ужасный. So this is how you see things. Так мы видим вещи. Even when you are sitting on the sitting in front of a same table. Когда мы сидим за одним столом, все зависит от того, за какой частью стола мы сидим. Мы увидим все по-разному. По-разному падает свет, по-разному мы нажимаем рукой на стол. Столько факторов в действии, и у нас разные картинки. Поэтому трудно здесь сказать, кто прав, кто не прав. У каждого своя точка зрения, но общий критерий, если рассуждать на обыденном языке, то когда мы что-то видим глазом, наш глаз должен быть безупречным. Плюс к этому, в зависимости от того, как влияет на нас наш ум, мы видим вещи по-разному. И здесь будет каждая перспектива, каждая разная точка зрения у каждого существа. Большое спасибо, Гешела. Можем ли мы еще продолжить? Я прочитаю вопрос, который нам был прислан прежде. Для человека, который серьезный, практикующий и хочет достичь состояния Будды, полезно и даже необходимо приучать свой ум к тому, чтобы видеть коренного учителя как Будду. Как тогда быть с другими учителями, которых мы встречаем? Очень часто у нас нет возможности их хорошо исследовать, изучить, чтобы понять, можем ли мы верить в себя им. Как нам быть с ними? Это важный вопрос. Давайте забудем о других гуру пока. Так называемый ваш коренной гуру. Коренной гуру – это человек, который троекратно к вам добр. Он дарует вам тантрические обеты и посвящения, он объясняет вам тантрические тексты, он дарует вам какие-то материальные предметы. Итак, прежде чем вы выберете себя в качестве коренного учителя, вы должны исследовать этого человека очень подробно. Не спешите, не старайтесь как можно скорее выбрать для себя гуру, потому что он, например, очень знаменит. Это как женитьба. Если вы поспешите жениться, потому что девушка такая красивая, то очень скоро вы осознаете, что этот человек совсем не заслуживал вашего внимания, и вам придется разводиться. Подобным образом, то, о чем мы сейчас говорим о коренном учителе, то здесь все гораздо важнее, чем свадьба, потому что женитьба на одну жизнь, а вот отношения с коренным учителем на много жизней. Поэтому не спешите, вы можете слушать учения, подобно тому, как мы слушаем какие-то лекции, какие-то выступления. Не получайте пока тантрические посвящения, но можете просто слушать определенные лекции, как мы слушаем лекции обычных мужчин, женщин. Но не спешите. Не забывайте, что необходим анализ учителя, а иначе нас ждут большие проблемы. Нужно быть реалистом. Во-первых, нужно понимать, что все эти гуру, ламы, садху, они тоже обычные люди. Они также обычные люди. И единственная демаркационная линия, что они говорят, что они практикуют. Но они только говорят, что они практикуют. Они только облачены в такую одежду. Одежду можно купить на рынке, а волосы может каждый обрить. Поэтому не слишком увлекайтесь их внешним обликом. Вам нужно посвятить время изучению учителя, и вы также должны послушать, что говорят об этом учители другие. И если в конечном итоге вы найдете в нем
несколько качеств, вообще много качеств необходимо, но по меньшей мере необходимо настоящее сострадание, потому что если у вас гуру по-настоящему сострадательный, то тогда крайне маловероятно, чтобы он вас использовал в своих интересах. И, конечно, у него должно быть больше знаний, чем у вас, иначе он не сможет учить. И еще у него должна быть готовность направлять, наставлять вас. Вот эти качества должны непременно присутствовать в наставнике. А так бывает огромное количество людей, например, на Западе, когда у них семейные проблемы, они думают, что пойдут они в буддийский центр, а там вдруг оказывается, что так называемый гуру их обманывает. Такое тоже бывает. Тогда, как мы говорим, лекарство становится ядом. Поэтому используйте свой здравый смысл. Будда говорил, наше «я» – защитник нашего «я». Нет у нас никакого защитника, мы сами себе защитники. Но духовный учитель, конечно, очень важен, потому что если мы хотим научиться столярному ремеслу, нам нужен учитель, чтобы он нас научил. Да, есть такие области. В обычной жизни, где нам нужен учитель. А когда мы говорим о достижении нирваны, освобождении, когда нам нужно развить внутренние качества, конечно, нам совершенно необходим духовный учитель. Но опытный духовный учитель, найти его совсем нелегко. Поэтому нужно время. Так что даже по отношению к своему так называемому коренному гуру вам нужно проявлять такую осторожность, прежде чем мы его выберем. А иначе, если мы потом разочаруемся, будет плохо. Ну, что если произошло так? Вы ошиблись. Выбрали для себя коренного учителя, а у него много изъянов. Он обычный человек, и у него много изъянов. Если маленькие изъяны, ничего, с этим можно смириться. Но если ситуация усугубляется, и все заходит так далеко, что вы больше не можете оставаться с этим учителем, то вы имеете полное право прекратить эти отношения. Хорошо? Потому что иногда неквалифицированные учителя говорят, ты принял меня в качестве учителя, теперь ты обязан мне повиноваться полностью, а иначе попадешь в ядерный ад. Это для меня ясное указание на то, что перед нами совершенно неквалифицированный учитель. Поэтому используйте здравый смысл. Я встречался с людьми, которые такое переживали. Они приходили, что вначале, когда мы встречались, этого учителя получали прекрасные советы. Ну, я говорила им, эту часть вы можете ценить по достоинству. Хорошие вещи, что хорошо, хорошо, то что плохо, плохо. Если стало совсем плохо, вы имеете полное право эти отношения прекратить. Поэтому не делайте себя уж чересчур уязвимыми. Это то, что я хотел вам сказать. Если говорить о других учителях, ну что ж, всегда можете прийти, послушать их учения, ну и все. Если хорошая лекция была, поблагодарите. Так люди поступают. Вам налили чашечку чая, скажите спасибо. Большое спасибо, Гешела. У нас вопрос от Снеи. Ташиделе Гешела. Мой вопрос касательно того, о чем вы говорили выше. Трудно в относительном мире говорить, кто прав, кто не прав, когда мы на что-то смотрим. И в нашем современном обществе такие разногласия, разночтения есть. Одни считают, что заранее родителями созданные свадьбы – это хорошо, другие говорят, что плохо. Кто же, как разобраться? Только Будда обладает способностью различать. Только смелые люди, такие как Мартин Лютер Кинг, могут восстать против устоев.
традиционных устоев того или иного общества. Но если это трудно, это не означает, что это невозможно. Если вы действительно, если говорите о вот таких браках, о которых договариваются родители в Индии, вот такие браки, в них может быть кое-что хорошее. Если только мотивация у родителей не заработать побольше денег, потому что очень часто на самом деле мотивация это такая финансовая, материальная у родителей, когда они подбирают для своего сына или дочери пару. Но если родители хорошо проанализировали положительные качества молодого человека и этой девушки, то, может быть, это допустимо. Но, с другой стороны, ведь не родителям жить с тем, кого подобрали родители. Это жизнь этой девушки, это жизнь этого парня. Невозможно же просто привязать человека за шею к другому человеку, если этот человек тебе совершенно не по душе. Поэтому, конечно, в конечном итоге мы должны предоставить людям выбор. Но, с другой стороны, даже когда есть выбор, вот полюбили друг друга и женились, тоже могут быть проблемы. Все мы обычные люди, у нас есть привязанности. Нас очень легко обмануть. Мы можем оказаться очень легко в очень тяжелой ситуации. Сейчас у нас сколько у нас таких случаев, когда молодые люди свободны в своем выборе, они встречаются с одним, с другим, потом девушка оказывается беременной, а парень ее бросает. Это тоже не очень хорошо. Это вот один из способов смотреть на эту ситуацию. В конечном итоге, еще раз повторю, если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Вот так. Спасибо, Гешела. И следующий вопрос от Сахили. Пожалуйста. Гешела, здравствуйте. Спасибо, что даруете нам учение. Мой вопрос к вам. Он не касается учений, которые вы даровали. Мой вопрос, будут ли у нас еще какие-то занятия с вами? Есть ли еще какие-то занятия, которые планируются? Можем ли мы присоединиться? Сейчас я веду учения, но они не публичные. На протяжении 3 месяцев я веду классы для переводчиков, для тибетских переводчиков. Это вам не подойдет? Потом индийские студенты из Гурукула. Я буду им давать учение. Я уже с ними поговорила, кажется, они мне разрешают прийти. Ну что же, приходите на эти учения. Я буду с ними неделю. И будут ли потом еще онлайн занятия? Сейчас пока нет. Но если что-то будет планироваться, то мы на сайте разместим информацию. Gisela, if we have some more time, I still have maybe a couple of questions. Okay, no problem. Yeah, right. У нас еще пара вопросов, если можно. Again, I'm reading the question that was sent to Хочу еще us. прочитать вопрос, который нам прислали. It is said that after attaining the awakening, говорят, что после достижения пробуждения Будда хранил неделю молчания. Мы слышали 2 версии, почему это было, 2 объяснения, почему это было. Первое, никто его неделю не просил даровать учение, и он просто хранил молчание. И второе объяснение, большинство сразу же попросили его даровать учение, но он просто думал в течение недели, как эти учения преподать. Что означают эти 2 объяснения, и
что ближе к реальности. Не знаю, честно говоря, этих подробностей. Единственное, что я знаю, что после достижения пробуждения не 1 неделю он хранил молчание, но 7 недель. И на протяжении этих 7 недель сначала к нему обратились люди, потом к людям присоединились небожители, они тоже просили даровать учение, он не отвечал согласием. И причина, которую мы озвучиваем, он ответил так, что я нашел, я открыл для себя учение, которое глубокое, чистое, представляет собой ясный свет. Кому бы я его ни преподал, он это не поймет, поэтому я останусь в медитации. Почему он так сказал? Наверное, много причин, почему он так высказался, но 2 главных причины. Первая. Да, если вы хотите идти по его стопам, вам нужно быть серьезным, потому что его учение действительно очень глубокое учение о пустоте, да и обычное его учение об оставлении зависти, гнева, привязанности, они не так уж легкие. Поэтому от вас требуется серьезный подход, иначе вам будет трудно практиковать. Это первая причина. Второй возможный ответ следующий. Позабыл сейчас вторую причину. Как бы то ни было, по сути, он говорил, что то, что я нашел, подобно нектару, что-то совершенно особенное. Если хочешь вкусить этого нектара, нужно подготовить свой ум, нужно быть готовым выполнять практику. По существу он выполнял именно это. Говорил именно это. И последний вопрос, Гешела. Гешела, даже до начала этих ужасных событий в нашей части земного шара вы продолжали говорить, что вокруг нас так много лжи. Реклама лжет, телевизор все время лжет, они хотят нам что-то продать, они хотят продвинуть какие-то забавные идеи и мысли. В ситуации военного конфликта ложь растет по экспоненте. Каким должно быть правильное поведение буддиста в этой ситуации, где вы не знаете, кому и чему доверять? Пожалуйста, дайте нам ваш совет. Доверяйте себе, полагайтесь на себя. Если не можете верить себе, то и другим не сможете поверить. Верьте себе и верьте тому, что вы видели своими глазами, что вы действительно ощутили на опыте. Задействуйте здравый смысл. Как вы считаете, убить кого-то – это хорошо? Хорошо ли это для других? Хорошо ли это для вас? Вы же можете ответить на эти вопросы. Очень трудно принять одну сторону или другую сторону. Это очень сложно, в особенности, если имеет место диктат. Но как бы то ни было, нужно сохранять здравомыслие. Какими бы ни были причины убийств и конфликтов, причина этому – безумие. Безумие зиждется на разделении. Моя страна права, ваша страна не права. Например, если быть с вами искренним, что происходит сейчас между Россией и Украиной, для меня это большая драма, потому что эти страны очень близки в культурном отношении. В обеих странах говорят по-русски. Или, например, отношения Тайваня и Китая. Практически один и тот же народ. С одной стороны, мы говорим, мы практически один и тот же народ, а потом мы бросаем бомбы. Международная политика очень сложна. Я не политик. Конечно, можно привести много доводов и контраргументов, но для простого человека, как я уже говорил, какая бы ни была причина, должен быть метод
решить эту проблему, если немножко преумерить свое эго, и если действительно решить сесть за стол переговоров, я совершенно уверен, что можно найти решение. Но если ты слишком уверен в силе своего оружия, если ты думаешь, что других можно притеснять с помощью оружия, то тут, конечно, ошибка. И в конечном итоге ни врагу не будет хорошо, ни тому, кто причиняет разрушение. Никто не извлечет пользы в конечном итоге. Это мое прочтение этой истории, прочтение маленького человека. Как относиться к вещам, над которыми у нас нет контроля. Но мне кажется, что у лидеры должны взять на себя смелость умерить свое эго. Для меня мужество, смелость – это не только выйти на поле сражения, а сегодня-то в войне это вообще не требуется. Нажал на кнопку и убил стольких людей. Мужество и смелость требуются для того, чтобы сесть за стол переговоров с противоположной стороной и найти решение. Вот так бы я ответил.